Вы знаете, в интернете очень много самых-самых разных проектов, посвященных детям, родителям. И очень разные люди создают эти проекты. И спасибо им, и замечательно. Потому что это все нужно, это необходимо. Нет же никаких экзаменов. Никто не сдает экзамены на звание родителя, правда? Но дело в том, что экзаменатор у нас все-таки есть. И это наши дети. Они нас экзаменуют всю жизнь. И наши какие-то успехи, наши неудачи в воспитании детей, они потом видны в успехах и неудачах их, наших любимых деток. Я хочу сказать вам о новом проекте, который называется «Няня в сети». Ну почему няня? Потому что няня нужна не только маленьким деткам, не только подрастающим. Так вот, заходите на наш сайт. Там мало того, что вы найдете какие-то полезные рекомендации, советы, самое наше конек, фишка, как еще назвать, это то, что мы проводим раз в неделю обязательно вечерние сказки. Наши сказки длятся так долго, чтобы дети не устали, чтобы родителям не надоело. И это не просто сказки. Мы в сказки играем, мы сказки рассказываем, обыгрываем. Мы с помощью сказок учимся и учим и детей, и их родителей что-то создавать. Например, делать какие-то игрушки из разных материалов. Мы проводим конкурсы по этим сказкам. И что еще очень-очень интересно. А вы когда-нибудь слышали о таком? Например, сказка «Репка» и теория решения изобретательских задач. Как вам такое? Так вот, именно этот метод используется в наших вечерах сказок, в наших сказочных вечерах. И эти наши вечера интересны и детям, и взрослым. Взрослым даже может быть еще больше, потому что они понимают, в чем дело. Мы хотим, чтобы наши дети выросли счастливыми, радостными, чтобы у них развивалось творческое мышление, чтобы вообще мышление развивалось, чтобы они не зацикливались на каких-то вещах, которые вот им сказали, так и все. Чтобы они умели думать. А что еще можно пожелать? Счастливыми, радостными и умеющими думать. Вот такими мы хотим видеть наших детей.